Совершая операции, не прислушивайтесь к советам незнакомых вам людей и не принимайте их помощь. При использовании мобильного телефона соблюдайте следующие правила. При установке приложений обращайте внимание на полномочия, которые они запрашивают. Будьте особенно осторожны, если приложение запрашивает доступ для чтения адресной книги, отправку СМС-сообщений, доступ к сети интернет. Отключите в настройках возможность использования голосового управления при заблокированном экране. Применяя сервисы СМС-банка, сверяйте реквизиты и операции в СМС-сообщении с одноразовым паролем от официального номера банка. Если реквизиты не совпадают, то такой пароль вводить нельзя. При оплате услуг карты в сети интернет требуется всегда учитывать высокую вероятность перехода на поддельный сайт, который создан мошенниками для компрометации клиентских данных, включая платежные карточные данные, в связи с чем необходимо использовать только проверенные сайты. А также следует внимательно прочитывать тексты СМС-сообщений с кодами подтверждений и проверять реквизиты операций. Для того, чтобы избежать возможных хищений при проведении операций с использованием сети интернет, рекомендуется оформить виртуальную карту с установлением размера индивидуального лимита, который ограничивает операции для данного вида карты, в том числе с использованием других банковских карт, выпущенных на, например, ваше имя. При возникновении малейших подозрений насчет предпринимаемых попыток совершения мошеннических действий следует незамедлительно уведомлять об этом банк. В связи с чем прокуратура Республики Саха-Якутия призывает жителей региона быть предельно внимательными и бдительными. Берегитесь мошенников. Если же вы стали жертвой мошенников, как можно быстрее обратитесь в ближайшее отделение полиции. Делитесь этой информацией с каждым, чтобы у мошенников не было шансов на обман. С вами была Рита Якушева и передача про деньги. До новых встреч в эфире.